Уважаемые коллеги, дорогие друзья, школьники, студенты, молодые ученые, аспиранты, именитые ученые и те, кто хочет таковыми стать, будучи еще даже не школьником, мы открываем Всероссийский фестиваль науки, который проходит 18-й раз в России. И 11-й раз он проходит во Владикавказе, в Республике Северная Осетия, Алания. Всероссийский фестиваль науки проходит в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. А главный слоган фестиваля в 2023 году, вы его уже видели, и сейчас он виден: «Океан науки. Твое полное погружение». Проведение первой Владикавказской региональной площадки, 6-го тогда фестиваля науки всероссийского, состоялось в 2013 году по инициативе Владикавказского научного центра Российской академии наук и была поддержана Министерством образования и науки Республики Северная Осетия, Алания и Министерством культуры РСОА. С этого года соорганизаторами данного мероприятия являются Миноборнауки РСОА, региональный координатор площадки, Владикавказский научный центр, локальный координатор, и Министерство культуры, региональный партнер площадки. Именно поэтому в воскресенье с 11 до 15:00 все музеи города Владикавказа будут открыты. И можно будет посетить их группами и индивидуально. Основной площадкой проведения фестиваля науки в 2023 году является Владикавказский научный центр РАН в составе 5 научных подразделений: Северо-Осетинский институт гуманитарных социальных исследований, в котором мы сейчас находимся, Южный математический институт, Геофизический институт, Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного предгорного сельского хозяйства и Институт биомедицинских исследований. Участниками, организаторами являются все вузы республики, учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования. Всего в мероприятии в рамках площадки пройдет 173. Число участников выставки достижений наука общества, которую мы видели, 22 организации. В этом году выставка проводится на проспекте Мира, поэтому кроме тех, кто сильно заинтересован в участии, есть еще и просто прохожие, чему мы очень рады. Сегодня пройдет 2 мероприятия здесь, на этой площадке. Это выставка научных достижений, она идет до 12 часов, и конференция «Популярная наука». Разрешите предоставить слово для открытия 11-й Владикавказской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки организаторам и гостям площадки. Слово предоставляется заместителю министра образования и науки Республики Северная Осетия, Алания Габееву Вадиму Таймуразовичу. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые ученые. Очень рад сегодня видеть здесь, в стенах этого прославленной научной организации, ребят, детей, которые обучаются в общеобразовательных организациях нашей республики, в организациях среднего профессионального образования, и представители студенческой общественности, представляющие высшие образовательные организации нашей республики. На самом деле сегодня очень важное событие, то, что коллеги сказали уже, это только часть того, что можно было бы сказать в отношении фестиваля. Особенно это актуально и связано с десятилетием науки в нашей стране, которое объявил лично президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И все мероприятия, которые проходят в это десятилетие, они проходят в рамках десятилетия науки. Это придает особый вес, особый статус каждому из проводимых мероприятий, которые были проведены и которые еще будут проводиться. Сегодня особо знаменательно тем, что мы искали разные площадки, вам такую кухню скажу коротко, разные площадки для проведения конференций и выставки в частности, но все они были закрыты. Коллеги из Владикавказского научного центра настояли на том, чтобы вот именно на проспекте Мира, и это не случайно, это все-таки вы посмотрели, сколько людей было, и прохожие, и те, которые заинтересованные, мотивированные лица.
Это совершенно не случайно. Это говорит о популяризации науки, о том, что те достижения и те выставочные экспонаты, которые здесь были представлены, они представляют большой серьезный интерес и для просто публики нашей республики. Уже не говорю о том, что ребята, которые здесь сегодня собрались и из 4 наших вузов, и среднее профессиональное образование, все они мотивированы к учебе, мотивированы к исследовательской деятельности. Поэтому, ребята, мы от вас на самом деле ждем достижений. Вы знаете, насколько страна нуждается в ваших умах, в ваших руках. Поэтому вполне, наверное, не безосновательно мы ожидаем от вас в ближайшие годы всплеска ваших талантов. То есть мы постараемся создать все необходимые условия для того, чтобы каждый из вас проявил все свои лучшие качества, прежде всего для своей семьи, для своей образовательной организации, для республики, для нашей великой Родины. Поэтому всегда задавайте вопросы, не стесняйтесь задавать вопросы, ребята. Каждый из нас, из старших, всегда ответит, поможет, особенно то, что касается узких специалистов. Поэтому я вас очень прошу, чтобы для того, чтобы стать серьезным, большим ученым, надо пройти исследовательские какие-то ступени. И надо задавать вопросы, не стыдно ошибаться, стыдно ничего не делать. Поэтому, ребята, спасибо вам огромное, что сегодня здесь вы, спасибо организаторам фестиваля. Надеюсь, что открытие сегодняшнее будет послужить новому всплеску, новому толчку интереса подрастающего поколения к научным исследованиям. Спасибо вам большое. Удачи и успехов. От имени министра образования нашей республики Илмы Айрбековны Алибековой и по ее поручению я сегодня здесь. Она сама на заседании правительства, поэтому она обещала подойти. Надеемся, что еще подойдет. Поэтому и от ее имени я хочу вам пожелать успехов, удачи в жизни. Спасибо. Как известно, наука создается и в научных организациях, и в высших учебных заведениях. И то, что в фестивале науки уже 11 раз подряд мы все вместе принимаем участие, вузы и научные организации, и вузовская наука представлена здесь так же широко и как наука академическая, это дорогого стоит. Хочу попросить Олега Казбековича Бугаева, ректора Горского аграрного университета, сказать несколько слов. Добрый день, поздравляю с праздником. Вы являетесь свидетелями того, что сейчас происходит в мире. Все наши враги надеялись, что в России ничего нету перспективного, но на передовой видно, что наука наша развивается и не хуже, чем наука других государств. Я вам желаю, чтобы вы добились тех же успехов, то, что добивались наши выдающиеся. И мы вами гордились, как гордимся сейчас академиком Березовым, Васуабаевым и другими нашими научными деятелями. Вперед к вершине науки. Удачи вам! Спасибо, Олег Казбекович. Мы хотим предложить вам сейчас услышать видеообращение заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Дмитрия Николаевича, который от имени оргкомитета Всероссийского фестиваля науки хочет поздравить с замечательным сегодняшним праздником. И, друзья, в этом году Всероссийский фестиваль «Наука 0+» отмечает свое 18-летие. За эти годы он стал одним из крупнейших в мире просветительских проектов в области популяризации науки. Это большой праздник знаний, технологий и инноваций. Фестиваль проходит в рамках объекта президента «Десятилетия науки и технологий» и объединяет участников всех возрастов. Для самых юных исследователей здесь пройдут интерактивные выставки, квесты и состязания роботов.
Также в программе свыше 10 тысяч различных мероприятий. Это и лекции ученых, мастер-классов, и экскурсии. На форуме научные центры, вузы и ведущие технологические компании представят свои новейшие разработки по самым разным направлениям. Всего в рамках форума задействовано свыше 400 площадок во всех российских субъектах, включая новые регионы. Мероприятие пройдет и в дружественных странах, в Китае, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Я благодарю всех организаторов столь масштабного события, включая, конечно, Московский государственный университет имени Ломоносова. Желаю всем участникам и гостям научного праздника погрузиться в мир высоких технологий, передовых исследований российских ученых, а также узнать для себя много нового. Дорогие друзья, Итак, напутствие сделано. И перед тем, как перейти к титульному мероприятию, к научно-популярной конференции, которая имеет название «Популярная наука», хочется сказать, что не случайно сегодня, как продолжение вчерашнего и предыдущих дней, фестиваль науки открывает свои двери. Как известно, мы живем в этом году в год педагога и наставника. И вчера вся страна достаточно масштабно отмечала День учителя. Учитель и наставник – это слова побратимы. И первый титульный доклад, который будет сегодня сделан, будет сделан учителем, наставником, педагогом, научно-педагогическим работником, замечательным исследователем, доктором физико-математических наук, профессором Анатолием Георгиевичем Кусраевым. Он является научным руководителем Владикавказского научного центра. И перед тем, как он начнет доклад, просим сделать его вступительное слово приветственное для наших участников. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сердечно приветствую всех участников Владикавказской площадки Всероссийского фестиваля науки. Это очень замечательный праздник. И очень приятно, что здесь у нас много молодых людей. Цель изначально фестиваля науки именно в этом и заключается, чтобы привлечь к науке, к возможностям науки, к проблемам науки широкое общественное внимание и особенно внимание молодежи. Вот я люблю цитировать Уинстона Черчилля, который говорил, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. И мы, когда молодые люди с вами говорим, думаем о том, кем нам завтра быть, исходим из того, что мы видим сегодня. То есть в будущем мы хотим быть тем, кем было когда-то престижно быть 10 или 15 лет тому назад. Это неправильно. Надо смотреть вперед. Я вам хочу сказать, что вот, были затронуты мотивы очень сложных процессов преобразования, которые происходят в мире и которые, несомненно, очень серьезно затронули и нашу страну. Так вот, ни одна из тех проблем, которые породили эти преобразования, которые ведут за собой эти преобразования, ни одна из этих проблем не решается без науки. Поэтому наука ждет молодых. Если у нас сегодня молодые не будут идти в науку, это означает, что наш завтрашний день очень и очень сомнительный. Потому что в будущем в этой глобальной мировой конкуренции побеждать будет тот, кто умеет, знает и делает лучше. А лучше можно делать только на основе самого современного знания. Поэтому мое пожелание, чтобы фестиваль науки 11-й раз идет в Владикавказе, чтобы десятилетиями он, во-первых, представлял наши очень серьезные достижения нашей науки, и, во-вторых, чтобы вдохновлял молодых людей на научные подвиги. Удачи вам и успехов! Ну а теперь, если мне позволено, то я приступлю к
своей лекции или докладу. Значит, доклад называется так: «Невероятная эффективность математики». То есть я хочу на нескольких простых примерах показать, как наука работает для блага человека. Вообще наука в наше время проникает во все сферы человеческой жизни. Мы чаще всего даже и не замечаем. Но начиная от бытовых удобств и кончая космическими технологиями, везде присутствуют научные исследования, научные знания, научные разработки. Вот. Обо всем об этом говорить сложно, но на простых примерах я попробую показать вам несколько примеров. Но я буду говорить о математике. Те при применении о которых я буду говорить, они имеют много аспектов. Там и физика, и химия, и техника. Но непременно обязательной частью является математика. Математическая модель и математическое решение. Без этого такие достижения техники, физики и так далее были бы невозможны. Итак, вот это вот выражение «непостижимая эффективность математики» было высказано лауреатом Нобелевской премии Юджином Пол Вигнером. Это американский физик венгерского происхождения. Вот. И он высказался в одной своей статье в том смысле, что невероятная эффективность математики в естественных науках есть нечто, граничащее с мистикой. Вот настолько он был впечатлен. И после этого эта фраза стала крылатой, она используется и в популярных текстах, и в научных текстах. И вот несколько примеров об этой эффективности я бы хотел вам рассказать. Но сначала давайте еще пару высказываний великих людей. Вот Леонардо да Винчи, крупнейший представитель эпохи Возрождения, как художник, итальянский художник и одновременно крупный ученый, он говорил, что ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство. Это Леонардо да Винчи. И вот еще один нобелевский лауреат, тоже американский математик, вот, Джон фон Нейман, один из крупнейших математиков 20-го столетия, он говорил так: большая часть математики, которая стала полезной, развивалась без всякого намерения быть полезной. И в ситуации, где никто, возможно, даже и не знал, что в какой-то области, и в какой именно области это станет полезной. И не было даже никаких указаний, что такая польза будет. То есть вот это говорит еще раз о вот этой самой непостижимой эффективности. Математика имеет свою внутреннюю логику и внутреннюю мотивацию для развития, но оказывается, что достижения математики решают одновременно и масса разных проблем, связанных с естественными науками. Ну и в последние, так сказать, последние, может быть, 100 лет и еще больше 50 лет, они также и приложимы к проблемам социального общества, проблемам социальным процессам. И вот первое приложение называется так: эллипс и литотрипсия. Литотрипсия – это термин из медицины. Ну, сначала давайте разберем, что такое эллипс. Значит, вот так. А есть у него указатель? Не работает, что ли, указатель? Есть? А, вот. Как? Вот это, да? Нет, это не то. Как вот это? Ну, не писано. Видите? Да. Это где? Подождите. Нет, это был другой. Вот так. Значит, вот смотрите,
кусочек доски и забиваем 2 гвозди. Вот они, 2 гвозди. Дальше концы ниточки привязываем к этим гвоздям. Ниточка длиннее, чем расстояние между этими гвоздями, и натягиваем кончиком карандаша. И дальше карандаш вводим по доске. И вот кривая, которая при этом опишет карандаш, это и есть эллипс. Вот справа видно, как это происходит, как нарисовать эллипс. Итак, вот эти 2 точки, которые обозначены гвоздями, они называются фокусами эллипса. И вот на этой картинке вот 2 фокуса, так, 2 фокуса, и обладает, вот этот эллипс кривая, обладает таким свойством, что вот расстояние от любой точки эллипса до одного фокуса плюс расстояние до другого фокуса все время одно и то же, не меняется, потому что оно равно длине вот этой нитки. Ясно? Вот это свойство. И у эллипса есть еще так называемое оптическое свойство, что если представить себе, что поверхность эллипса зеркальна внутри, и из одного фокуса выпустить луч света, то он обязательно вернется вот во второй фокус. Потому что угол падения, есть физическое такое свойство, угол падения равняется углу отражения, и в связи с этим правилом получается вот такое оптическое свойство. Теперь, если эллипс крутить вокруг оси АБ, то получится некое тело, вот которое, ну, такое яйцевидное тело, которое называется эллипсоидом. Теперь, причем здесь теперь это не работает. Ага, причем здесь литотрипсия. Значит, литотрипсия – это метод лечения почечно-каменной болезни или мочекаменной болезни. Путем расщепления, не вскрывая, так сказать, тело, не проникая в организм, вот малоинвазивный, как говорят медики, метод лечения. Малоинвазивный метод лечения. Значит, что происходит? Вот смотрите, вот этот вот аппарат, видите, у него внутренность такой эллипсоидообразный, да? Эллипсоидообразный, как яйцо. И вот в одном фокусе помещается источник излучения. Вот здесь видно луч. Вот красный овал – это воображаемый эллипсоид. Значит, прибор располагается так, чтобы в одном фокусе у него есть источник излучения, а в другой фокус должен быть установлен так, чтобы он был ровно в том месте, где вот в почках имеется камень. И когда вот здесь, значит, какой-то вот источник энергии, ну, это может быть лазер какой-нибудь, да, подается импульс. Он распространяется, вот как на этой картинке, видите, да, он распространяется кругом, значит, он отражается от стенок, и собираются все в соответствии с оптическим свойством, собирается вот в этой яркой точке. Каждый отдельный луч не несет никакого вреда организму, они слабые, но когда они собираются в одной точке, то получается сильный удар, и вот этот удар расщепляет камень, то есть точно установлен в этом месте. Вот. И вот таким образом происходит раздробление камней. То есть это называется метод литотрипсии. Ну а потом организм выводит, так сказать, осколки автоматически. Дальше. Следующее у нас компьютерная томография. Ну, все знают, все слышали и даже проходили наверняка эту процедуру. Значит, компьютерная томография. Что такое компьютерная томография? Это, грубо говоря, обычно рентгеновский аппарат, соединенный с компьютером. Но сначала немножко об его изобретении. Значит, в 1979 году двое ученых, американский физик и математик Маккормак и английский инженер Годфри Хаунсфилд, они получили Нобелевскую премию с такой формулировкой: за революционный вклад в медицину и биологию. Они впервые получили возможность визуализации внутренних органов, ну, человека и не только человека. Да.
Первый компьютерный томограф появился в 1971 году в клиниках Лондона. И вот это было изобретение этих двух людей. Как же это произошло? Значит, понятно, что Хаунсфельд это отвечал за инженерную часть этого проекта, да, за технику, технологию, а Маккормак разработал математическую модель исследования вот этой задачи. Как это происходит? Вот посмотрите, пациент, орган, который обследуется, здесь головной мозг, наверное, голова, головная часть. И вот смотрите, вот в этом месте имеется источник излучения. И этот источник крутится. Вот. Напротив, значит, здесь какие-то датчики, которые фиксируют сигнал, который проходит через тело человека. И вот ослабление сигнала говорит о плотности ткани, который преодолевает луч. И чем сильнее ослабляется сигнал, тем плотнее эти самые ткани. И вот когда этот аппарат, излучатель вместе с датчиком крутится, то в это время происходит съемка информации. Вот это фиксируется, и десятки, сотни тысяч, может быть, картин. И чтобы всю этот массив информации обработать, это все подается в компьютер. В компьютере есть программа, вот, которая у Маккормака тогда была. Сейчас они совершенствовались, и очень мощные есть программы, они выдают изображение. И когда пациент продвигается вот в этом направлении, то происходит съемка слоя за слоем. Слово томография, томос по-гречески означает слой. Значит, послойное изображение можно восстановить полностью состояние мозга, ну или другого органа, который изучается. Значит, математическая задача, которая при этом решается, была решена аж в 1917 году. Сделал это австрийский математик вот Радон. Радон известный, его имя увековечено во многих других математических исследованиях. Но вот это вот он ввел так называемое преобразование Радона, доказал определенные свойства этого преобразования, и оказалось, что это ровно то, что нужно для компьютерной томографии. Но потребовалось еще свыше полувека, чтобы вот это вот открытие Радона превратилось в конкретную технологию, то есть компьютерную программу, которая по массе информации, вот снимков, слой за слоем восстанавливает изображение. Так, дальше. Следующее у нас системы спутниковой навигации. Ну, все знают, да? Все пользуются навигатором. Удобно, хорошо, замечательно. Вот за этим тоже стоит математика. Значит, здесь нарисованы две системы спутниковой навигации. Значит, одна американская, другая российская. Значит, слева это российская, ГЛОНАСС, глобальная навигационная спутниковая система, и справа американская, GPS, тоже все знают, значит, вот, Global Positioning System. Значит, они оба в ведении Министерства обороны, ну, России, соответственно, Соединенных Штатов Америки. Что происходит? Вот если у вас на Земле находится объект, ну, например, кто-то вот здесь стоит и хочет определить свою позицию, где свои координаты. Что он делает? Его прибор, навигатор, испускает сигнал. Сигнал принимают спутники, ну, допустим, этот спутник, ну, которые видны. Значит, сигнал возвращается и приносит информацию о том, ну, сколько времени туда и обратно понадобилось. Координаты спутника известны. Теперь есть школьная формула о том, как пройденный путь связан с скоростью времени. Да? Пройденный путь равняется произведению скорости на время. Скорость известна сигнала, скорость света. Время прохождения известно, значит, можно вычислить расстояние от этого объекта до одного спутника, до второго и до третьего. И вот дальше математика простая, очень простая математика, она говорит о том, что
Если у вас вот ваши координаты x, y, z где-то в пространстве, три числа характеризуют ваше положение, а x, k, y, k это положение, это координаты спутника, с которым взаимодействует ваш навигатор, тогда возникает вот такая система уравнений, если мы напишем, что вот здесь вот расстояние от нашего объекта до первого спутника, вот это вот правая часть, а это расстояние d1 до этого спутника. Вот. И если вот решить эту систему уравнений, три неизвестные, получается координаты нашего объекта. Все просто. То есть это на уровне школьного. Но на самом деле не так все просто. Оказывается, что в космическом пространстве законы немножко другие. И вот эта вот простая формула, путь пройден равняется скорости, умноженному на время, не работает. Почему не работает? Это потому, что в космическом пространстве время течет по-другому, и движение тоже происходит не по прямолинейное движение. И вот мы посмотрим сейчас следующий слайд. Значит, великий русский математик Николай Иванович Лобачевский. Он придумал так называемую неевклидову геометрию, которую теперь во всем мире называют геометрией Лобачевского. Вот. Что сделал Лобачевский? Он сказал, что пятый постулат Евклида, все хорошо знают из школы, что о чем говорит пятый постулат Евклида. Через точку, лежащую вне прямой, можно провести одну и только одну прямую параллельную данной. Параллельную, значит, не пересекающую данную. Лобачевский сказал, это не так. Через точку, лежащую вне прямой, проходит сколько угодно прямых, не пересекающих данных. Ну, нам это трудно вообразить, мы привыкли к евклидовой геометрии, но у Лобачевского были более чем серьезные основания утверждать, что это так. А что же из всего этого вышло? Вышло то, что открытие Лобачевского не признали современники. Он был ректором Казанского университета и доживал свой век вот таким странным человеком, который неизвестно, что несет. Вот. Но на самом деле, как впоследствии было осмысленно и понято, что он совершил переворот в понимании пространства, в том понимании, которое более 2000 лет следовало за Евклидом. Вот. И оказал огромное влияние на последующее развитие математики. Ну вот, ради исторической справедливости надо сказать, что, верните, пожалуйста, предыдущий слайд, что это же самое открытие совершил Янош Бояй, венгерский математик. Но он опубликовал это на 6 лет позже Лобачевского, хотя он это придумал примерно в то же самое время. В чем дело? Дело в том, что это было настолько необычно, что ни математики не воспринимали это, ну и сам человек сомневался. Вот у этого молодого человека, Яноша Бояй, отец был известный математик Фаркаш Бояй, и он был знаком с великим Гауссом, немецким математиком. И он рукописи передал Гауссу, но Гаусс, оказывается, сам пришел к этим же выводам, но он боялся скомпрометировать себя, его репутация высочайшая ему не позволяла говорить об этих необычных вещах. И ни Гаусс, ни Бояй, они не посмели опубликовать свои результаты. Ну вот, Николай Иванович Лобачевский посмел и совершенно заслуженно говорят о геометрии Лобачевского. Ну и дальше давайте посмотрим. Значит, здесь о геометрии Лобачевского немножко специальные вещи. Давайте опустим, я не буду говорить. Но дело в том, что вот это происходило в первой половине 19 столетия. Следующий, пожалуйста. А вот во второй половине 19 столетия крупный немецкий математик Риман построил новую Риманову геометрию, которая объединяла и геометрию евклидовскую, и геометрию Лобачевского. А вот уже в первой четверти 20 столетия, ну вот Альберт Эйнштейн, известный физик, он тоже, кстати, лауреат Нобелевской премии,
Вот, он построил так называемую специальную теорию относительности, а потом общую теорию относительности. Это физические теоремы о построении пространства, космического пространства. Вот. И он всецело опирался на Риманову геометрию. То есть ту геометрию, которая после 2000-летнего господства геометрии Евклида был перелом в связи с работами Лобачевского. И вот что здесь главное. Главное вот выделено красным, что под действием массы пространство искривляется. Пространство искривляется. Ну вот схематично это показано на этой картинке, да? Вот на этой картинке. Пространство искривляется, а время замедляется. Это очень малюсенькие изменения, но дело в том, что хоть если не учесть даже вот это минимальное, так сказать, искривление и замедление времени, ошибка нарастает в сотни и тысячу метров. Ну, кому такая навигация нужна, верно ведь, да? То есть здесь важна точность. Точность. И поэтому, помимо этой простой школьной формулы, здесь задействована очень серьезная математика. Это вот Риманова геометрия, геометрия Лобачевского и современная физическая теория, общая теория относительности Эйнштейна. Ну и последний сюжет, он связан с управлением космическими аппаратами. Ну вот я напомню, что 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, он был советским. Кстати сказать, это был шоком для американцев, и по этому поводу тогдашний президент Америки на каком-то там значительном совещании сказал по этому поводу, что космос мы проиграли русским за школьной партой. За школьной партой. То есть у русских лучшее образование, в том числе математическое, именно поэтому они выиграли это соревнование. В 1961 году в космосе побывал первый человек, Юрий Алексеевич Гагарин, тоже советский гражданин. И вот началась эпоха космических полетов. И сразу же встал очень важный и актуальный вопрос. Каким образом сделать так, чтобы... То есть в космический полет корабль может совершать по разным траекториям. И вот как выбрать траекторию так, чтобы при одних и тех же расходах там топлива можно было доставить на орбиту больше груза. То есть научная аппаратура, там системы жизнеобеспечения, экипажи, это все вес. И каждый килограмм веса требовал дополнительных энергозатрат. И вот возникла такая актуальная задача. Его назвали так, задача оптимального управления, то есть наилучшего управления. Наилучшего в смысле либо наименьших энергозатрат, или за наименьшее время, вот при тех же затратах топлива и так далее. Вот этот класс задач стали называть задачами оптимального управления. Вот. И математическая постановка этой задачи, и в математической задаче произошел прорыв, и сделал это, значит, советский математик Лев Семенович Пантрягин, академик. Он, значит, сформулировал основополагающий принцип этой теории, который сейчас называют принципом максимум Пантрягина. Сделал это в 1956 году. В последующем его ученики непосредственно, а потом и во всем мире эта теория развилась, и сегодня это большая математическая теория. А вот приложение к реальным задачам, вот одним из триумфов его приложения было, пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Ага. Значит, это проект «Союз-Аполлон». 15 июля 1975 года произошло грандиозное событие. Значит, в космосе два корабля, один советский «Союз» и второй американский «Аполлон», они произвели стыковку в космосе. Вот это вот схематически, вот здесь это вот Аполлон,
А вот это вот советский аппарат «Союз». Происходит стыковка в космосе. Здесь изображены космонавты, двое вот в зеленых спецовках. Это Алексей Леонов и Валерий Курбатов. Валерий Курбатов, я не знаю, куда он после подевался, но где-то, наверное, жил, работал. А вот Леонов, его, по-моему, все знают, он часто по телевидению появлялся, Алексей Леонов, да. Вот эти два советских космонавта. И три американских космонавта. Вот они сошлись в одном аппарате и сфотографировались в космосе. Дорогое удовольствие. Значит, здесь что важно? Здесь важно то, что важна была миллиметровая точность. Миллиметровая точность. И без очень серьезной расчетной базы, без умного управления, да, вот оптимального управления, теория, которую развил Пантрягин Лев Семенович, это было бы невозможно. Вот такое было триумфальное событие. Ну, теперь это кажется, что все просто. Сейчас не то еще и проделывают в космосе. Но это вот было впервые такое произошло в 1975 году. Ну вот, следующий слайд. Все. Спасибо вам за внимание. Я буду очень рад, если кого-то хотя бы что-то из этого всего впечатлило, заинтересовало и дальше послужит, так сказать, поддержке этого интереса. Спасибо. Тогда продолжим. Спасибо большое. Я думаю, что теперь всем все стало понятно. Где же там математика? И в космосе, и в медицине. Что это такое за уравнение, система уравнений. И где здесь еще и школа. Как связана школа с серьезной наукой. Лекция, которая была сейчас прочитана Анатолием Георгиевичем Кусраевым, это одна из лекций лектория докторов наук. А сейчас мы переходим к лекторию кандидатов наук. И с докладом о цветовом синкретизме осетинской лексике выступит кандидат филологических наук, доцент, руководитель научно-исследовательского отдела Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН Салбиев Тамирван Казбекович. Просим. Я специально включил название доклада «Непонятные слова». Был такой английский драматург Джордж Бернард Шоу, и он говорил, что терминология – это заговор профессионалов против непосвященных. Но уверяю вас, что никаких непостижимых тайн в этом нет, но терминология необходима для того, чтобы ясно и строго поставить задачу. И я просто предварительно вам скажу, что синкретизм – это такое состояние неразделенности, да? Или совпадения, или взаимопроникновения. И вот такое явление, если можно, следующее, или мне самому можно, так, нажимать. Большая серия. Ага, вот. Вот примером такого синкретизма является осетинское прилагательное «цав». Да, если вот здесь есть знатоки осетинского языка, то оно удивительно тем, что оно совмещает в себе сразу несколько, казалось бы, несовместимых цветов. Оно обозначает
синий, голубой, зеленый и серый. И это проблема, которая возникает, например, у переводчиков. Да, когда нужно с осетинского переводить, то вот переводчик открывает словарь, а там вот перечислены все эти цвета. И он начинает думать, о чем же здесь, собственно, идет речь. И вот это и есть синкретизм. Теперь я хочу еще вам пояснить, что обычно мы, вот, да, лексика, то есть слова, и сам язык воспринимаем в таких узких рамках языкознания. Да, морфология, синтаксис, да, склонение, спряжение. Но дело в том, что язык – это еще и такой объект культурного изучения. И с этой точки зрения главную роль приобретают не приставки и суффиксы, а приобретают смыслы. И оказывается, что для изучения культуры язык – это тоже очень важный источник. При этом вот эти культурные смыслы, которые сохраняются в языке, они оказываются очень архаичными, древними. По той простой причине, что язык – это субстанция нематериальная. И он в меньшей степени испытывает на себе воздействие вот этих разрушительных сил, которые воздействуют на материальные объекты. И, кроме того, гораздо легче снимать культурные слои. Вот археологу нужно копать, экскаватор, лопаты. А здесь требуется просто как бы умение, методология. И вот мы сейчас с вами попробуем добраться вот до этого самого древнего пласта. В археологии это называется материк. То есть там, где уже дальше нет следов жизнедеятельности человека. Там, где просто уже слой природный. И чтобы вот эту интригу как-то лучше высветить, я вам скажу, что вот для человека стороннего, который впервые слышит о вот этом самом синкретизме цветовом, естественно, думать, что осетины поголовно подвержены дальтонизму, что не различают цвета, да? Почему нет таких слов? В русском языке же они есть. Первым делом, первым шагом, который мы с вами сделаем, это просто как бы расширим рамки. И будем говорить о общих свойствах лексики. И есть примеры, вот, например, язык эскимосов, да? В этом языке 80 слов для обозначения снега. Вот в русском, в астинском, в английском, 2-3 синонима от силы. А здесь 80. То есть они различают снег весенний талый, снег зимний, покрытый коркой наступ. Это для каждого будет свое слово. Они различают снег на рассвете, потому что он особого цвета. Они различают снег на закате, снег во время долгой полярной ночи. Почему они это делают? От этого зависит их жизнь. Да? То есть, если снег мягкий, рыхлый, в него провалятся сани. Да? Если снег на рассвете, он определенного цвета, то по цвету можно определить время суток. И вот таким образом они устанавливают взаимодействие с внешним природным миром. Собственно, культура – это и есть форма приспособления человека к окружающей среде. Выработка неких технологий, которые ему позволяют гармонично взаимодействовать с этим миром. И вот этот пример, который я привел, он был базовым для объяснения астинского синкретизма цветового. То есть считалось, что здесь как бы надо следовать от обратного. Что осетины не различают, потому что им не нужно. То есть их жизнь не требует. Ну, с этим трудно согласиться. Да? Для земледельца важно, какого цвета небо,
ждать грозы, бури. Для скотовода, пастуха важно, какая трава, сочная и так далее. Поэтому мы с вами будем искать другое объяснение. И я думаю, что мы его с вами в итоге найдем. Здесь надо исходить из особенностей мифологического сознания. Вот как рассказывал Анатолий Георгиевич, да, что есть евклидовая геометрия, а есть геометрия Лобачевского. Вот также есть логика формальная, которой мы с вами привыкли оперировать, да? Словно говоря, это логика Аристотеля. А есть логика мифологического сознания. И разница между ними заключается в одном простом правиле. Для мифологической логики отсутствует понятие исключенного третьего. Ну, не вдаваясь в подробности, я просто вам скажу, что есть вот такой формальный критерий, который позволяет их ясно различать. И для мифологической логики характерна диффузия предмета и признака. То есть они оказываются нерасторжимо связаны. Вот для нас красный, да, это абстракция. То есть сам по себе цвет, мы его ясно представляем. Для мифологического сознания нет абстракции как таковой. Абстракция должна быть обязательно связана с чем-то конкретным. И в этом смысле цвет не составляет исключения. И тогда никакой проблемы нет. Потому что мы понимаем, что трава может быть только зеленой. Небо голубым, а серым может быть всем хорошо известный волк. Да? И это так и происходит в языке, в текстах, да, в речи, когда уже мы имеем дело не со словарем, а с использованием языка. Явление это настолько яркое в плане культурном, что оно стало одним из туристических аттракционов. Не знаю, сталкивались ли когда-нибудь с ним или нет. Угол Бутырина и улица Бородинская. Вот такая специальная скамейка, туда приводят туристов, сажают. Но помимо того, что это карандаши, да, на каждом из них еще, ну, цветные, то есть набор цветных карандашей. На каждом из них еще есть надпись. Вот Арфуш, Мора, Кардакуш, Цах, Шерф, Фаныкфуш. То есть они фактически вот делают то, о чем я вам сказал. Они цвет привязывают к предмету, к характерному. То есть, чтобы серый, они говорят цвета пепла. Чтобы зеленый, они пишут цвета травы. Голубой цвета неба. И оказывается, что вот эта особенность, она влечет за собой очень важные культурные последствия в понимании системы оптики. То есть для нас оптика это раздел учебника по физике. А в аграрном обществе, в архаическом, да, устном, нет учебников. Но им тоже нужно выработать представление о цвете и о свете. Да? Потому что оптика это прежде всего свет. И с точки зрения оптики, в рамках вот этого прилагательного «ца», мы будем различать две подгруппы: хроматическую и хроматическую. То есть цветные синий, голубой, зеленый – это хроматические цвета. А хроматический цвет – это серый. И тогда получается, что прилагательное «цах» оно сводит две системы воедино. Хроматическую и хроматическую. А теперь мы вспоминаем, чем эти системы отличаются в принципе между собой. С точки зрения теории света, да, они отличаются тем, что хроматическая система – это способность предмета преломлять солнечный свет. Да, вот известная пирамида, Пинк Флойд, вспоминаем, да, опыты Ньютона. А ахроматическая система с точки зрения света – это степень освещенности предмета. Если света нет, все предметы черные. Если
света очень много вот в некоторых кинофильмах, да, используют режиссеры этот прием. Все становится белым. Держим это пока в уме. И теперь, помимо того, что мы наш этот синкретизм связали с теорией света, мы теперь свет можем распределить в пространстве и времени. Потому что признак неотделим от предмета, а эти предметы занимают какие-то определенные места вот в этом пространственно-временном континууме. Да? Если мы говорим зеленый, зеленая трава у нас, значит это низ. Если мы говорим голубой, голубой это небо, значит это верх. Теперь если мы говорим серый, да, это все будет так. Если мы говорим серый, то серый это цвет сумерек. Это переход от света к тьме, если это вечер. И наоборот, это переход от тьмы к свету, если это рассвет. И вот таким образом язык, да, вот через такое достаточно громоздкое, архаическое явление, но он трактует важные для культуры смыслы. Просто итог. К общему знаменателю приводятся две подсистемы, хроматическая и ахроматическая. В целом описывается модель мироздания, в основе которой переход от тьмы к свету. И этот переход от тьмы к свету – это основа мифа первотворения. То есть это переход от хаоса к космосу, от уродства тьмы к порядку и красоте. И вот столько всего интересного, оказывается, заключено в одном таком, в общем-то, невзрачном, прилагательном, состоящем всего лишь из одного корня. У меня все. Спасибо. Минута. Дорогой. Если вы хотите о чем-то спросить, возразить, не согласиться, спасибо. Спасибо большое, Тамерлан Казбекович. Сейчас вы увидели и услышали, что гуманитарная наука, остиноведение, остинская лексика продолжает развиваться, углубляться. И какие интересные исследования, вот Тамерлан Казбекович рассказал, и какие интересные исследования проводятся в данном институте, в Институте гуманитарных и социальных исследований. Вы можете узнать еще и последующие наши проекты, которые мы планируем провести в течение этого года. А сейчас мы переносимся в другую область, область медицины и биологии. И кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института биомедицинских исследований, доцент кафедры нормальной физиологии СОГМА Оганесян Давид Хачатурович выступит со своим докладом «Достижения современной медицинской науки и технологий. Новый взгляд на решение известных проблем». Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я не привык выступать за трибуной, поэтому давайте мы с вами немножко побеседуем. Ну, во-первых, хочу вас всех приветствовать на фестивале науки и сказать, что в этой аудитории, я уверен, сидят те ребята, которые в последующем готовы связать свою жизнь с наукой, как это сделал я. Итак, давайте начнем. Достижение современной медицинской и биологической науки. Новый взгляд на решение известных проблем. Я привел небольшое предложение, где я, скажем так, попытался донести до вас, что же из себя представляет вообще наука. Развитие медицины, внедрение новых технологий – это неотъемлемая часть социально-экономического успеха любой страны и любого государства. И давайте немножко поиронизируем. 2000 лет до нашей эры нас ешь этот корешок.
и он тебе, может быть, поможет. Тысячи лет до нашей эры эти корешки колдовство. Прочти молитву. 1850 лет до нашей эры. Эти молитвы глупое суеверие. Выпей эту микстуру. Эти микстуры обычно шарлатанство. Прими эту таблетку. Это уже 40-е года нашей эры. Эти таблетки неэффективны. Прими этот антибиотик. То есть я попытался привести вам основные вехи развития медицины и биологии в целом. 2005 год. Это уже, скажем так, недалекое прошлое. Эти антибиотики искусственного происхождения. На, съешь этот корешок. То есть, смотрите, мы снова возвращаемся к тому, что прибегаем к народной медицине. 2022 и 2023 год. Эти методы неэффективны. Несите стволовые клетки. И давайте мы с вами окунемся в мир биологии и медицины. Конечно же, я здесь не привел все те новые достижения биологии и медицины, потому что на этого не хватило 20 минут. Просто взглянем на основные. Итак, первое — это открытие теиксобактина. Вы знаете, что антибиотики — это те средства, которые применяются повсеместно. И некоторые микроорганизмы к ним привыкают. И в последующем применение данного антибиотика является неэффективным. Ученые, которые представлены здесь внизу, это гонконгские ученые, простите, представили новое вещество — теиксобактин. В чем же особенность, вы скажете? Ну, новый антибиотик, что там такого? Но в чем примечательность данного вещества? То, что оно не вызывает привыкания. И бактерии, которые у нас с вами в организме, на чем основано их развитие? То есть они делятся, размножаются, мы вводим антибиотик, они к нему привыкают, и в последующем он не действует. Теиксобактин способствует тому, что не вызывается привыкание. Кстати, разработки начались в 2005 году, но только в 2020 году они вышли на новый уровень. И я предполагаю, что эти парни получат Нобелевскую премию, но не в этом году. Ее уже вручили. Здесь представлены как раз таки патент на данное изобретение. Поедем дальше. Искусственный робот с искусственным интеллектом уже, только что буквально я сидел, читал, который называется Да Винчи. Данный робот-хирург способен выполнять разрезы и надрезы, которые превышают, точность которых превышает человеческий надрез десятки тысяч раз. И создатель данного робота сказал: я бы доверил такому роботу оперировать меня, признается Алекс Кригель. Он создатель робота-хирурга Стар. И предыдущие лекторы говорили о таком ученом, как Леонардо да Винчи. Как раз таки в основе работы данного робота заложены некоторые основы, которые дал нам Леонардо да Винчи. В чем же примечательность? Хирурги, они делают надрез. И для того, чтобы в последующем этот надрез срастался ровно, его нужно делать с микроскопической точностью. Как раз таки робот-хирург с этим справляется блестяще. И немаловажный факт, он автономный. То есть он, во-первых, самообучающийся, а во-вторых, он делает операцию самостоятельно. То есть не всю операцию, какую-то часть операции. И еще такой момент, на нем можно работать дистанционно. То есть хирург может находиться в одном помещении, в другом городе, а в это время производить операцию вообще в другом месте. Поедем дальше. Нанотерапия. Наверняка вам из термина понятно, что такое нанотерапия. Нанотерапия, то есть это введение каких-то препаратов и каких-то веществ, которые имеют микроскопические размеры, микроны. Нанотерапия — это новое направление в медицине, которое стремительно развивается, к сожалению, пока что в Азии, в Китае. Но в ближайшем будущем я уверен, что в Новосибирском институте будут уже готовы наноботы. Что же из себя представляет нанотерапия? Нанотерапия — это введение микроскопических нанороботов, которые доставляют лекарства к определенному органу. Или же, в чем заключается вообще важность нанотерапии? Лечение онкологических заболеваний. Онкологические заболевания, как вы знаете, это
проблема 21 века. Здесь на экране представлены это такое схематическое, а здесь же опять-таки такое футуристическая фотография. В начале 2015 года сфера робототехники одержала большую победу, когда группа исследователей из Калифорнийского университета Сан-Диего объявила о том, что провела первые успешные тесты с применением наноботов, которые выполнили поставленную перед ними задачу. Находясь внутри живого организма, живым организмом в данном случае выступали лабораторные мыши. Конечно же, мы не можем пока говорить о том, что это можно применять на людях. Вкратце скажу, наноботы, которые были покрыты золотом, они подошли к опухолевой клетке, к опухолевому заболеванию, да, и раскрыли свою сущность. Покрытые золотом наноботы, в чем их примечательность? В онкологической клетке температура и вообще обменные процессы идут очень быстро. И в связи с этим при определенной температуре нанобот раскрывает свою сущность и вводя или попадая туда лекарства. То есть по сути мы не повреждаем полностью весь организм, то есть вводя химиопрепараты, а только опухолевую клетку. Отредактированный человеческий эмбрион. Сверху не видно, но я вам объясню. 27 июля в Портленде, штат Орегон, ученые добились значительного прорыва в технологии генного редактирования. Вы скажете, как это отредактировать человеческий эмбрион? А вот, пожалуйста, воспользуйтесь системой CRISPR. CRISPR это отдельное, скажем так, не устройство даже, а технология редактирования эмбрионов, за что, кстати, была получена Нобелевская премия. Они успешно удалили у человеческого эмбриона ген, связанный с сердечными заболеваниями. То есть взяли эмбрион, в системе CRISPR они удалили ген, то есть в нас заложено уже генетически, что мы можем заболеть какими-то либо болезнями. И они этот ген удалили. В последующем данный эмбрион развивался, то есть мы можем сказать, что уже мы стоим на пороге того, что родится в ближайшие 50 лет, может быть, абсолютно генетически не предрасположен никаким заболеваниям человек. Итак, поедем дальше. Технология 3D-печати. Сверху написано «печать» в кавычках ДНК. Вы скажете, что такое печать ДНК? Как можно напечатать ДНК? Технология 3D-печати, мы к ней вернемся чуть позже, привели к появлению уникально новой индустрии – печати и продажи ДНК. Правда, термин «печать», опять-таки в кавычки, здесь скорее используется именно для коммерческих целей. Исполнительный директор компании, да, объясняет, что данный процесс лучше всего описывает фраза «проверка на ошибки», нежели печать. Миллионы частей ДНК помещаются на крошечные металлические подложки и сканируются компьютером, который, собирая в цепи, в конечном итоге должны будут создавать свою всю последовательность. Вкратце объясню. Берется частичка ДНК, часть ДНК, загоняется в компьютер, вся информация. После этого удаляются те части ДНК, которые нам не нужны. И я это в слайде не привел. Даже можно запрограммировать ДНК так, что у вас, точнее не у вас, а выбрать цвет глаз, цвет кожи, цвет глаз, цвет волос. То есть все какие-то абсолютно, скажем так, ненужные признаки. Бактерии подчинили звука. Теперь они лечат рак. Скажите, бактерии нас повреждают, а здесь они лечат рак. А все дело в чем? Калифорнийский технический институт. Не думайте, что я привел данные только зарубежных научных достижений. Есть и российские. Но такая маленькая ремарка, что у науки нет ни границ, ни пола, ни возраста. Ученым из Калифорнийского технического института удалось нечто экстраординарное. Разработать метод управления бактериями при помощи ультразвука. Штамм бактерий Escherichia coli умеет находить, уничтожать раковые клетки, но только при воздействии на него ультразвуковыми волнами. То есть, смотрите, ребят, бактерия находится в организме, прекрасно себе живет. Если мы начнем воздействовать на нее ультразвуком, она начинает что делать? Что делать, ребят?
Сюда посмотрите. Что делать? Уничтожать раковую клетку. Почему это важно? Это еще один важный шаг по направлению борьбы с неизлечимыми болезнями. Пока что данные только с раковыми клетками. Устройство, которое способно дать человеку то, что он хочет. А он, человек, хочет сидеть, думать о чем-то, и чтобы это действие было выполнено. Сотрудники Института проблем управления Трапезникова и Воронежского госуниверситета начали создавать нейрокаски. К сожалению, актуально на данный момент. Что такое нейрокаска? Позволяющий управлять дронами. Дрон силой мысли. Также разработка дает возможность отслеживать, контролировать самочувствие и настроение самого оператора. Что это из себя представляет? Наверняка люди, может быть, где-то вы видели, есть такой метод диагностики определенных болезней, электроэнцефалограмма, где на человека одевается определенная шапочка, и он сидит, ждет чего-то. А доктор в это время на мониторе смотрит какие-то волны. Так вот, они взяли эту шапочку, подключили к компьютеру. Теперь не компьютер отправляет импульсы в головной мозг, а он их ловит с головного мозга. А вы все прекрасно знаете, что головной мозг — это та структура, которая постоянно находится в действии, и там определенные импульсы возникают. Это все считывается и передается на... Вижу, перескочила. Простите. Сейчас верну. Чего молчите? Перехватывает информацию и передает это на нейрокаску. Человек, оператор дрона, просто-напросто силой мысли управляет дроном. Даже движение глаз, специальные очки и так далее. Поехали дальше. Здесь сверху опять-таки не видно, но все вы прекрасно знаете, что из себя представляет такое заболевание, как инсульт головного мозга. И в лечении данного заболевания есть понятие золотых 6 часов. То есть в течение 6 часов, если вы успеваете помочь больному во время инсульта, то у больного впоследствии будет меньший срок реабилитации. Если же в это время потеряли, то это долгий срок реабилитации, год, полгода и так далее. Как сообщили авторы работы, в качестве основы для нового препарата, то есть смотрите, ребят, мы говорим новый препарат, но если вы прочтете текст, вы поймете, что это не новый препарат, это просто старый препарат, но в новой комбинации. Было использовано вещество класса рацетамов. Да, то есть это ноотропы. Эти соединения давно применяются как ноотропы, но исследования также показали способность рацетамов ускорять реабилитацию пациентов после инсульта. Да? То есть, посмотрите, взяли старую группу препаратов, модифицировали и получили препарат, который способен впоследствии лечить и восстанавливать больных с инсультом. Экзоскелет, который называется Revolve. Это революционный экзоскелет, разработки которого начались где-то в 2000-х годах. Тогда не было компьютерных технологий особых и не было, скажем так, развито это. В 2015 году, по-моему, это скелет, который позволяет людям с повреждениями спинного мозга начать ходить вновь. Вы представляете себе, человек, который находился в горизонтальном положении долгое время, после того же самого инсульта и так далее, или с повреждением спинного мозга, он снова начинает ходить. Что из себя представляет экзоскелет? Здесь на фотографии представлено, то есть собирается данная конструкция на теле человека, и человек, совершая малейшие движения, то есть датчики подключаются к мышцам. Если экзоскелет чувствует, что идет какой-то импульс данной мышцы, то есть он позволяет человеку заново ходить. То есть, по сути, в ближайшем будущем нам не понадобятся врачи-реабилитологи. Шучу, конечно, понадобится, но у них будет помощник в виде робота-экзоскелета Revolve. Поехали дальше. Бионический глаз для восстановления зрения.
Скажете, о чем он тут нам говорит, какой бионический глаз, да? Но разработка бионического глаза осуществляется давным-давно разными учеными с разных концов света. Это и Голландия, и Германия, и Франция в том числе. Но принцип работы практически у них у всех одинаковый. Что он из себя представляет? С помощью импланта бионический глаз ученые научились восстанавливать зрение. Первая медицинская операция прошла в США в 2008 году. Я привел эти данные, но первая операция прошла в Голландии в 2005 году. Помимо пересаженной искусственной сетчатки, пациентам выдаются специальные очки, здесь они представлены, со встроенной камерой. Система позволяет воспринимать полноценную картину, различать цвета и очертания предметов. Сегодня в очереди на проведение подобной операции свыше 8 тысяч человек. И здесь как раз таки представлены очки, передатчик и как куда вживляется. То есть по сути электрод вживляется в сетчатку. И вся информация, которая поступает, она поступает на компьютер и обрабатывается компьютером. Second skin. Вторая кожа, если перевести. С повышенной эластичностью. Солнечные ожоги, морщины, пигментация, скоро эти неизбежные маркеры возраста, да, можно будет скрыть, а возможно и предотвратить. Эластичный полимер Second Skin от Olivia Lab накладывается на кожу как защитное покрытие, визуально добавляет молодости. Да? Чего мы все практически добиваемся. Покрытие также можно использовать как средство доставки медикаментов. Я здесь больше согласен. Лучше это будет средство доставки медикаментов, чем омолаживающее средство. Например, мази и так далее и тому подобное. Чем это хорошо? Допустим, для того, чтобы не носить какую-то повязку с определенным веществом, человек может просто нанести так называемую вторую кожу, которая будет продаваться как косметическое средство, и лекарство будет доставляться к коже. Бактерии лечат рак. Ученым из Калифорнийского технического института удалось нечто экстраординарное. По-моему, мой слайд повторяется. Умеет находить, то есть Escherichia coli, это уже другой возбудитель. Нет, простите, это я ошибся. Не повторяюсь. Там мы подчиняли бактерии ультразвуку, а здесь сами бактерии Escherichia coli умеют находить и уничтожать раковые клетки, но только при воздействии на него ультразвуком. Это уже Escherichia coli, там были другие бактерии. Почему это важно? Нет, простите, повторяюсь. Моя ошибка. Давайте чуть пофантазируем. Здесь представлен Серджио Канаваро. Фантаст, по мне так, не особо доктор. Что он пытался сделать, как вы думаете? Ребят? Как? Что сделать с головой? Отрезать голову? Оживить голову. Близкое что-то к истине, но он пытался не оживить голову, а пересадить голову. То есть голова человека должна была быть пересажена другому телу. Здесь вы видите парня Владимира. Он из России. Когда только Серджио Канаваро загорелся идеей пересадить голову человеку, он столкнулся с огромными проблемами. Это и этические проблемы, это и финансовые проблемы, и это другие проблемы. Он начал искать человека, который бы согласился на пересадку головы, начал искать деньги на это и так далее. Человека нашел, место нашел, где закрыли глаза на этику. Это была Азия. Да? Не в обиду, конечно, сказано, но азиаты согласились на это. Но он столкнулся с одной проблемой, ребят. Мышцы он, скажем так, подведет друг к другу. Кости и так далее, все можно между собой связать. Но он не сможет связать между собой спинной мозг. Нету еще ни веществ, ни технологий, которые бы позволяли бы связать между собой спинной мозг. Что же произошло с его идеей? Серджио Канаваро связался с данным парнем, с Владимиром. Он страдает церебральным параличом, прикован к коляске, как Стив Хокинг, да, если кто-то интересовался. Но что произошло? Произошло нечто экстраординарное, а может и нет. Видите надпись? Как только вышла статья о том, что Владимир хочет свою голову пересадить на красивое мужское тело,
множество людей начало ему писать: не надо этого делать, зачем тебе это надо, ты умрешь, не выживешь. И вот эта прекрасная девушка об этом ему писала. Впоследствии они начали общаться, потому что он получил известность. Он получил образование в Штатах, начал зарабатывать деньги, и Серджио Канаваро перестал выходить на связь. Он стал популярный, и, кстати, вот это его ребенок. То есть, смотрите, не было бы счастья, да, несчастье кому-то. Здесь просто я, кстати, вот это он сам. И если кто-то интересуется литературой, здесь представлено произведение Александра Беляева «Голова профессора Доуля». Да, это практически автобиографическое произведение. Если хотите, сфотографируйте, почитайте потом. 3D биопринтинг. Ну и вернемся, скажем так, к тому, с чего мы говорили, о чем говорили на вторых, третьих слайдах. 3D биопринтинг — это новое развивающееся направление в медицине. То есть, если есть 3D принтер, который может напечатать какую-то пластмассовую деталь, то почему бы не взять этот принтер и использовать его для других целей? Например, напечатать что? Как вы думаете? Органы. Какие? Какие органы? Печень, сердце, почки, да? То есть любой орган. Но опять-таки любое новое направление встречается с определенными сложностями. И эти сложности чуть попозже о них скажу. Сразу скажу, вот этот 3D Bioprinting Solution, он то, чтобы разработан в Российской Федерации. Но есть, конечно же, зарубежные аналоги. Здесь представлены такие две картинки, где, скажем так, пытаются напечатать орган. Здесь прозвучала фраза: давайте напечатаем сердце, почки, печень. Да, мы их можем напечатать. Но вопрос в другом. Мы напечатали миокард. А как запустить его? Мы же не можем распечатать, скажем так, на 3D принтере проводящую систему сердца. То есть нервные волокна. Конечно, с этим вопросом, я думаю, лет через 5-6 медицина справится. Ну а сейчас мы можем напечатать хрящевую ткань, которую уже пересаживают. В Краснодаре, если я не ошибаюсь, один доктор, фамилию забыл, он уже пересадил не одну трахею таким людям. Он итальянец, но он работает, по-моему, в Краснодаре. А уже не работает? Видите? Ромеш Иванович, представитель клеточной лаборатории, знает, где кто уже работает. Да. И здесь представлена напечатанная грудная клетка, кстати, уже пересаженная человеку. Я быстро пройдусь. И в конце я бы хотел, чтобы вы были теми, какими вы еще не были. Благодарю за внимание. Спасибо большое за интересный доклад, Давид Хачатурович. Я думаю, что теперь все поняли, что жить мы будем долго и счастливо. Я хочу попросить выйти к этому микрофону министра образования и науки Республики Северная Осетия Алания Эллу Майрбековну Бекову. Приветственным словом. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые представители научного сообщества, студенты, самые активные студенты наших университетов. Вижу наших студентов средних профессиональных образовательных организаций. Я рада приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Убеждена, что сегодня в зале самые идейные, инициативные, те, кто хочет что-то полезное сделать для своей маленькой республики. Интересный доклад, и радует, я часто принимаю участие в мероприятиях, которые проводятся Владикавказским научным центром, университетом, и вижу, сколько молодежи у нас сейчас в науке. То есть меняется, я прошу прощения, Вера Сергеевна, мне кажется, образ ученого, и все больше и больше молодежи приходит в науку. Это, безусловно, радует.
И вот та деятельность, которая связана с Владикавказским научным центром, научная деятельность, она, безусловно, полезна для всех отраслей нашей республики. И я бы очень рада была, если каждый из вас найдет себя в науке и будет также полезен, потому что от того, насколько вы будете вовлечены, от того, насколько вы глубоко будете погружаться в научную деятельность, зависит в целом развитие не только нашей республики, но и нашей страны. А кто-то может будет и свой опыт использовать даже и в других странах, в международном опыте. Удачи вам, успехов, ну и интересных познаний. Спасибо большое за приглашение. Хорошего проведения. Спасибо большое, Элла Майербековна, за то, что вы нас посетили, за то, что вы поддерживаете все начинания Владикавказского научного центра и наших вузов, титульным вузом, Северо-Осетинско-академическим вузом, Северо-Осетинским госуниверситетом и Горским аграрным. Здесь присутствуют и студенты медакадемии, и Института управления, и Горно-металлургического института, то есть практически все вузы. И немножечко здесь есть школьники, которые тоже любят заниматься наукой. Поэтому вот это наша интересная научно-популярная кампания. Надеемся, что будет разрастаться. Большое вам спасибо. Успехов вам в этом интересном деле развития образования, интеграции образования и науки. Спасибо. Сейчас я хочу предложить выступить с докладом по направлению информационные технологии кандидата технических наук, заведующего базовой кафедры корпоративной инфокоммуникационной системы компании ООО «Экспертно-аналитические системы» Владикавказского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации Ковалеву Марию Александровну с докладом «Кибербезопасность личных средств, новые цифровые платформы и инструменты». Прошу. Появление интернета на нашей планете, оно упростило нашу жизнь, упростило работу. Но в то же время интернет стал источником угроз, источником опасности. И события февраля 2022 года, скажем так, стали преддверием кибервойны, которая полностью изменила подходы бизнеса, подходы государства к кибербезопасности. С февраля 2022 года российский рынок информационной безопасности покинуло где-то 80% компаний, которые предлагали определенные технологии, определенные решения, которые позволяли защищать от атак, которые поступали через сайты, через URL каналы, и также которые разрабатывали определенные решения для банков. Их уход с рынка, именно с нашего рынка Российской Федерации, скажем так, стало главными трудностями для пользователей и для компаний, а также выявило серьезный кадровый дефицит. В то же время стоит отметить, что наши российские компании на рынке предоставляют очень серьезные компании, которые работают в сфере кибербезопасности. Один из примеров – это Касперский. На экране вы можете увидеть, какие есть и существуют виды угроз. И за вот это время очень короткое, с 2022 года, в сжатые сроки, наши компании смогли освоить какие-то новые рынки, новые сферы, которым они до этого не работали. Но, однако, вот этот кадровый дефицит и рост зарплат специалистов информационной безопасности увеличил стоимость вот этих вот технологий, которые разрабатываются для информационной безопасности. В то же время строгие стандарты и политика нашего государства, она позволила заложить фундамент для кибербезопасности. На территории нашей страны существуют установленные соответствующие ГОСТы и федеральный закон 149, который регламентирует определенные
правила, нормы, цели для информационной безопасности. В то же время в разных ведомствах и органах есть еще дополнительные нормативные акты, которые дополнительно, своевременно пытаются, по мере того, как появляются какие-то современные угрозы, вносить изменения. Но в связи с тем, что вот этот процесс внедрения какого-то закона, он проходит очень большой путь, и, скажем так, количество атак, оно увеличилось, особенно вот за прошедшие годы. Одна из причин, как я уже сказала, это за счет того, что очень медленно происходит принятие каких-то законов на федеральном уровне, то есть на государственном уровне. Иногда бывают и какие-то компании, которые тормозят исследование, изучение каких-то вопросов. Большое количество атак, которые за вот это время, за год, скажем так, прошли, они направлены на медицинские организации и на организации науки и образования. На слайде, если посмотрите, то 20% это медицинские организации, то есть вот эти атаки направлены на то, чтобы забирать персональные данные пациентов. Если мы берем науку образования, то это какие-то научные достижения, и получается как скрытый шпионаж для того, чтобы какие-то технологии затем применять у себя. С чем связаны вот эти вот доли атак? Это связано с применением каким-то или использованием вредоносных шпионского программного обеспечения, которое распространяется через сайты, через мобильные приложения. Как мошенники, скажем так, внедряют? Они в последнее время стали использовать технологию SEO-поиска, то есть когда вы вот в строку вбиваете какой-то свой запрос в поисковик и плюс вредоносную рекламу. Вас, скажем так, искусственно направляют на сайты, где находятся вот эти вот шпионские программы. Способы распространения вот этих вредоносного программного обеспечения в основном, как я сказала, через сайты, целых 40%. Во втором квартале 2023 года специалисты обнаружили стиллер. Стиллер – это такая специальная, скажем так, программа, которая создает запускающие программы для операционной системы Windows. Она легкая, небольшая. Вот этот стиллер, он позволяет отправлять файлы с вашего компьютера на какие-то другие источники. При этом из буфера обмена информацией уходила ваши скриншоты, то есть это из компьютера, и с мобильного устройства могло происходить. Как распространялся этот стиллер? Он распространялся через почту. К вам приходил PDF-файл, вы его открывали, и у вас в тихом режиме запускался вот этот установочный файл, который с вашего компьютера, когда вы подключены к интернету, отправлял все ваши данные, всю информацию. Какие основные последствия вот этих вот гиператак? Основная цель злоумышленников – это получение ваших персональных данных, забрать какие-то конфиденциальные данные. Здесь на слайде представлен случай, который произошел в июне 2023 года, когда в течение 3 дней на сайтах публиковалась информация с 12 крупных компаний, клиентов, информация клиентов. Там были персональные данные, то есть ваша фамилия, имя, отчество, телефон, почта, все ваши пароли. Они были в открытом доступе. Что-то позволяло злоумышленникам заходить, скажем так, в ваши какие-то кабинеты на госуслугах, на Сбербанках каких-то денежных, где могли производить от вашего имени какие-то несанкционированные операции. Если мы посмотрим, то кибербезопасность или интернет, или информационные технологии, они сейчас окружают нас вокруг. То есть это и транспорт, и в быту, те же самые пылесосы, чайники. Их можно уже дистанционно ими как-то управлять.
как я уже сказала, основная цель киберпреступников – это забрать ваши персональные данные. Какие сценарии? Они могут вам отправлять письма на почту, могут в мессенджерах писать, могут совершать звонки. То есть это своего рода определенные инструменты, скажем так, социальной инженерии. Встань чуть-чуть вперед. Во втором квартале, это статистические данные лаборатории Касперского, они зафиксировали, что во втором квартале 2023 года произошло около 6 миллионов атак. Это только на территории нашей страны. Какие основные правила? То есть немножко такого практического, что позволит вам обезопасить себя. Во-первых, используйте лицензионное или проверенное программное обеспечение на компьютерах или на мобильных устройствах. Если на мобильных устройствах, то рекомендуется использовать определенные программы. Ну, если наша российская, то это Рустова, да, идет. Не скачивать с каких-то сторонних сайтов. Также устанавливать у себя на компьютерах или использовать какие-то антивирусные программы. Для определенной проверки, когда вы на сайте пользуетесь, то рекомендуется в приложениях использовать двухфакторную проверку доступа к каким-то вашим данным, к той же почте, чтобы не только вы ввели пароль, но и сейчас у нас у всех есть какие-то мобильные приложения, и мобильное приложение чаще всего оно бывает при вас, где вы по, не знаю, там, пришедшим, например, смс, вы вводите пароль, и тем самым вы подтверждаете, что вы это вы. Кратко еще раз повторюсь, основная опасность утечки ваших данных – это ваш цифровой след, ваши данные персональные, которые в дальнейшем могут в виртуальном мире мошенники под видом вас совершать какие-то преступные действия. Самое, что сейчас распространено, это какие-то определенные киберпреступность, которая осуществляется в онлайн-пространстве при оплате покупок. То есть при оплате покупок, например, вас перекидывают на сайт банка, где вы вводите информацию. Вот в этом случае очень внимательно отслеживайте, где вы находитесь. То есть, например, у вас наверху вашего браузера, смотрите, чтобы у вас около названия сайта был значок зелененький, который закрыт, так скажем. То есть это показывает вам визуально, что этот сайт защищен, проверен. И также смотреть, чтобы название странички начиналось с HTTP и S на конце, чтобы было. То есть это означает, что данная страница проверена, она не сторонняя. И вы ваши данные банковской карты, ваши фамилии, имя, отчество, паспорта не отправляете кому-то стороннему. Повторюсь, обязательно, когда вы используете какие-то инструменты, сайты, личные кабинеты Сбербанка, почту, при создании пароля создавайте или используйте более сложные пароли, где у вас будут совмещены цифры, буквы и какие-то символы. Есть разные уровни, скажем так, которые показывают, насколько ваш пароль сложный. Рекомендуется не меньше 8 символов используется, то есть такой, скажем так, средний класс защиты вашего пароля, который сложнее взломать. Также, когда вы находитесь или ваши данные есть в интернете, вы за собой оставляете цифровой след. Что значит цифровой след? Это использование ваших социальных сетей. Какие основные рекомендации по использованию социальных сетей? Старайтесь максимально меньше выкладывать о себе информацию. Не размещайте в том же самом ВКонтакте копии ваших паспортов, да, или каких-то документов, которые очень важные. Старайтесь никому через вот эти вот мессенджеры
не отправлять ваши контактные данные. То есть лучше принесите на флешке, подойдите при возможности. То есть такие моменты, это позволит вам защитить ваши персональные данные от злоумышленников. Также, если мы, например, будем смотреть ВКонтакте или популярный мессенджер Telegram, то рекомендуется настраивать уровни приватности, чтобы на вашу страничку не мог зайти кто-то посторонний или какую-то информацию отображать для доверенного круга людей и общую информацию о вас, которая будет, скажем так, обезличена для киберпреступников. На слайде у нас здесь представлена информация, и ту информацию, которую вы оставляете в социальных сетях, она делится на персональные данные и делится на общую. То есть, например, ваша фамилия, имя, отчество – это ваши персональные данные. Номер паспорта – это ваши персональные данные. Номер телефона – это также ваши персональные данные. То есть это данные, которые в цифровом мире привязывают вас с физическим миром. По этим данным можно вас отследить, узнать, кто вы такие. То есть, в то же время информация о погоде, какой-нибудь никнейм в игре – это не персональные данные. Какие есть типы, скажем так, вот этих вот кибератак? Есть как фишинг, есть как социальная инженерия. Это когда вам поступают звонки и вам говорят: ой, у вас сейчас особо популярно бывает по телефону, у вас телефон пришел согласно такому распоряжению, ваши персональные данные не подтвержден номер, мы вас отключим согласно постановлению, которое вступило. Подтвердите ваши данные, вам придет сейчас смс, перейдите по адресу, загрузите вашу почту. Не почту, то есть, паспортные данные, первую страничку или что-то такое. Или могут звонить, когда это с такого-то банка, вам сейчас придет смс или еще что-то. Когда вот такие виды поступают кибербезопасности, точнее киберпреступников, никогда не переходите ни на какие ссылки. Самый эффективный способ – это положить трубку и дойти непосредственно до отделения банка, непосредственно дойти до офиса сотовых услуг и уже у них что-то уточнить. То есть никогда не переходите, не отправляйте никому коды от ваших банковских карточек, потому что даже для банковских служащих все ваши данные, они не должны к ним иметь доступ. Только вы имеете доступ, и больше никто. То есть если вы пин-код от своего личного кабинета, от своей карточки кому-то отдали, значит, это вы сами отдали. Банк не имеет права к ним вообще никакого доступа. Бывают какие еще инструменты? Это вредоносное программное обеспечение, которое в тихом режиме через интернет отправляет информацию о вас. Какой из инструментов из этого? Это отключиться от интернета. Но сейчас в век цифровизации это тяжело. То есть, например, если школьников берем, то у нас есть электронный дневник. Если мы берем кого-то рабочих, то у нас есть рабочая почта, где мы должны отправлять информацию. То есть сейчас не получится отключиться у нас от глобальной вот этой сети. С уходом иностранных вендоров, то есть это компании юридические, которые разрабатывали программные продукты по защите, наши российские компании, они в большом, там, скажем, ускоренном темпе, у них получилось разрабатывать какие-то новые продукты, и на слайдах представлены уже какие есть инструменты для защиты именно для почты. Например, есть майловский, есть специальные инструменты для защиты, это инструменты DPL, это защита у вас, когда информация находится на жестких дисках, на флешках, специальные. И есть PML, то есть это совокупность каких-то инструментов, которые вам позволяют проводить мониторинг, откуда произошла атака на вас. На слайдах представлены основные инструменты для именно специалистов в сфере информационной безопасности, которые применяются для организаций. И основные какие
тренды есть в сфере кибербезопасности, сейчас у нас идут, это, например, применение биометрии, то есть когда по отпечатку пальца вы к своему кабинету привязываетесь. Какие-то определенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют собирать данные, ваше поведение на определенном, скажем так, промежуток времени. И в какой-то момент, если вы не выполните определенную последовательность действий, искусственный интеллект поймет, что это не вы по поведению и скажет, вам вход заблокирован. И, скажем, то, что сильно используется в закрытых системах, это нулевой доступ. Что означает нулевой доступ? Когда вы при выполнении каждой операции, вас каждый раз запрашивают удостоверение вашей личности. То есть зайти в систему, вы это вы? Да. Открыть файл. Вы это вы? Да. То есть он каждый раз перепроверяет, чтобы вы были собой. На этом мой доклад закончен. Самое основное, хочу вам посоветовать, чтобы защитить свои персональные данные, никому их не отправлять. Спасибо большое, Мария Александровна, за доклад. Этот доклад был заключительным в нашей сегодня лектории, в нашем сегодняшнем. Но прежде чем закончить нашу вот эту встречу, я бы хотела дать информацию, возможно, вы с ней уже знакомы, но вот в такой компании мы ни разу ее не озвучили, поэтому давайте ее озвучим. Мир глобален, и каждая страна – это страна-часть этого мира. Исследования нельзя закрыть в одной стране. Существует масса коллективов междисциплинарных и межрегиональных, и межконфессиональных, и международных и так далее, которые каждый степ-бай-степ делает свое дело. И, конечно, не вспомнить о том, что сейчас неделя нобелевских лауреатов проходит, мы не можем. Хочется сказать, что люди, которые добиваются таких выдающихся результатов и бывают отмечены Нобелевской премией, конечно, нам кажется, что это какие-то такие инопланетяне, то есть люди, каким образом, как можно получить Нобелевскую премию и так далее. Но тем не менее они есть, они живут среди нас в наш век и живут в разных странах. И очень много советских и российских, ну не очень много, но есть и советские, и российские исследователи, которые являются обладателями этих премий в предыдущие годы. И, скорее всего, будут и в последующие годы, как только мир немножечко успокоится и придет в свое нормальное равновесное состояние. Ну а пока со 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло называют имена новых обладателей Нобелевских премий. В области физиологии и медицины 2 октября стали нобелевскими лауреатами Каталин Карико, Дрю Вайсман, страны Венгрия, Соединенные Штаты, за исследования, которые лежат в основе вакцин против COVID-19. Там еще какие-то слова такие, какие-то буквы там впереди, я их не буду произносить. Нет, произнесу МРНК вакцин, вот так называется. Вот. В области литературы нобелевским лауреатом стал Юн Фоссе, норвежский драматург. 5 октября озвучили это, то есть только вчера. И ему 64 года, его объявили нобелевским лауреатом за новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое. Роман «Красное-черное», пьеса «Мы никогда не расстанемся» и так далее. В области физики Нобелевскую премию в 2023 году получили ученые из Швеции, Германии и Соединенных Штатов Америки. Пьер Агостини, университет Огайо, Ференц Краус, физик норвежского произведения, работает в Германии, Анна Льюе, француженка, профессор атомной физики в Лундском университете в Швеции, за экспериментальные методы генерации атосекундных цветовых импульсов для изучения движения электронов в материи.
И в области химии Нобелевскую премию получили несколько человек: Мунге Бавенди, Льюис Брюс и Алексей Якимов. Мунге Бравенти – это люди, которые проживают в США. Алексей Якимов – это россиянин, вернее, это человек российского происхождения. Живет он тоже в Америке, но много лет он работал в России и получил в 1981 году премию, когда работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова в Санкт-Петербурге. А открытие, за которое присудили Нобелевскую премию, звучит так: за открытие исследования квантовых точек. Еще должна быть объявлена премия в области мира, ее объявят, вот, по-моему, 9 числа, и тем самым Нобелевские лауреаты этого года будут освящены. Студентам и школьникам и преподавателям предлагаю почитать информацию об этих замечательных исследователях, независимо в каких странах они живут. Они двигают науку вперед, и каждый из нас через какое-то время станет обладателем их прекрасных результатов в обычной нашей жизни. А сейчас я хочу закрыть открытие и конференцию «Популярная наука», пожелать всем творческого вдохновения и предложить встречаться на площадках науки, научно-популярных и просветительских мероприятий, которые пройдут во всех наших вузах и научных организациях и учреждениях СПО, и даже в некоторых школах вот в эти несколько дней. И еще раз напомню, что 8 октября будут открыты все музеи, у нас замечательные музеи, и рекомендация их посетить. На сайте Владикавказского научного центра висит программа всех мероприятий. Мы не могли ее распечатать в связи с экономикой, должна быть экономная каждому. Но мы раздали вам листочки, на которых есть QR-коды, можно зайти по ним. И вообще мы просили, чтобы все организации, участники разместили полную программу, баннеры и приветствия на своих сайтах. Большое спасибо за интерес к науке и к ее просветительским миссиям. До свидания.